Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире телеканала «Юрган», а также на первом интернет-канале, на крупных сайтах информагентств Коминформа и БНК начинается прямая трансляция зимней Ибицы-2014 из старинного села Иб. В рамках нашего фестиваля вы увидите все самые интересные кульминационные моменты, которые случатся именно в эти 2 часа с 17 до 19. Если у вас есть еще возможность приехать сюда, в село Иб, обязательно это сделайте, потому что вас ждет незабываемое зрелище, ведь хедлайнер этого фестиваля — вид спорта под названием биатлон, а значит будет интересно, тем более, что у нас звезды мирового уровня. Взять хотя бы Дарью Домрачеву, трехкратную олимпийскую чемпионку этого олимпийского сезона. Также наши известные чемпионы, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков и двукратный олимпийский чемпион Сергей Анатолий Алябьев. В общем-то, всех вы их увидите сегодня. Надеюсь, мы с ними пообщаемся. Завершится все действие феерическим, я думаю, зажигательным концертом от группы «Отпетые мошенники». Сейчас я предлагаю посмотреть на главную сцену фестиваля, где сейчас как раз наши почетные гости выступают. Вот теперь похоже, что мы действительно на зимней Ибице. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Третий раз проходят эти прекрасные мероприятия, этот фестиваль в Республике Коми. Фигурное катание, Ягузин, Маринин, Тасьмянина, Петрова, Тихонов. Хоккей следом. И знаменитый Павел Буре, коллега Витя Гусев с успехом отработал. И сегодня мы принимаем своеобразную эстафету, говорим о биатлоне. Прежде всего, говорим о других замечательных видах спорта, но сегодня Его Величество биатлон — абсолютный хедлайнер нашего праздника. Нас ждет необыкновенное зрелище. Нас ждут настоящие спортивные конкурсы, ребусы с участием легенд мирового спорта. И сегодня к нам сюда пожаловали гости. Это мои друзья, это мои коллеги, это без привлечения кумиры каждого из нас. Итак, внимание! Двукратный олимпийский чемпион, король Лейк-Плэсида 80-го года Анатолий Алябьев! Еще один легендарный человек, двукратный чемпион Олимпийских игр Сергей Чепиков! И вы знаете, все-таки каждых королей, мне кажется, украшать должна, безусловно, женщина. Настоящая королева, она же царица Олимпийского Сочи, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Дарья Домрачева! И сейчас, друзья, я с огромным удовольствием передаю микрофон моим друзьям, тем замечательным людям, которых объединил Сыктывкар, Зимняя Ибица, и мы сегодня все вместе. Сергей Чепиков! Дорогие друзья, дорогие любители зимних видов спорта, мы рады приветствовать вас здесь. Мы гости, вы гостеприимные жители города Сыктывкара. Рады, что вы в хорошем настроении, что сегодня хорошая погода и что будет сегодня еще интересные состязания. Спасибо вам за ваш оптимизм, жизненную энергию, за вашу поддержку биатлона. Успехов! Дарья Домрачева! Привет всем! Спасибо за ваше огромное, великолепное настроение. Спасибо за ваши улыбки. И вот здесь были такие прекрасные зажигательные танцы. Я надеюсь, что наша эстафета получится не менее зажигательной. Мы постараемся для вас. Давайте дарить энергию друг другу, заряжаться ею и вообще хорошо проводить время. Спасибо! Анатолий Алябьев! Дорогие наши дети, милые дамы, уважаемые мужчины, очень приятно, что кажется морозная погода, но настроение у всех веселое, хорошее настроение. И все-таки Республика Коми — это лыжный спорт. Всегда он на слуху, всегда был и есть. И я думаю, что вот придет время, год-два, и биатлон, Дмитрий Губерниев, он настолько будет говорить, только Сыктывкар, Сыктывкар, Сыктывкар. Это самое главное. Так что все впереди. Здоровья всем. Берегите друг друга, занимайтесь физической культурой и спортом. Спасибо. Ну что ж, уважаемые друзья, настроение прекрасное. Это значит, что сейчас я всех приглашаю на импровизированный биатлонный стадион, где у нас будет эстафета с участием суперзвезд мирового биатлона.
В каждой гонке по 3 юных спортсмена от Республики Коми, по одному нашему гостю зимней Ибицы чемпиону. Длина круга 250 метров, но на поражении также у спортсменов будут, соответственно, 5 основных патронов, 3 дополнительных. В случае промаха биатлонисты побегут штрафной круг, длина которого символически 20 метров. Наши олимпийцы будут стартовать последними, ну а начинать будущие звезды спорта. Итак, впереди биатлонная эстафета и много чего сегодня интересного. Спасибо! Ну что ж, друзья, как вы видите, Дмитрий Губерниев пригласил всех на биатлонный полигон, который был специально сооружен к зимней Ибице 2014. И именно там сегодня пройдет эстафета биатлонная, где будут участвовать наши олимпийские звезды. И Дарья Домрачева, Анатолий Алябьев, Сергей Чепиков. Им предстоит участвовать, стать, так сказать, капитанами в 3 командах, если так можно сказать. И за каждую из них они будут бежать, по 4 человека в каждой команде. Ну и, собственно, круг небольшой, 250 метров, но страсти, я вас уверяю, будут совсем не шуточные, потому что в сражении друг с другом, если так можно сказать, вступят юные биатлонисты Республики Коми, которые тоже у нас всегда готовятся, что-то выигрывают, имеют уже свои собственные достижения. Это радует, что биатлон у нас в республике тоже развивается. Стрелять будут стоя, насколько я знаю. Штрафной круг составляет всего 20 метров. Вот такой, можно сказать, мини-биатлонный комплекс сооружен. И как все будет происходить, вы сможете видеть на своих экранах. Опять же, Дмитрий Губерниев, голос российского биатлона, будет комментировать все события, которые будут там сейчас происходить прямо в режиме реального времени, находясь непосредственно на стадионе. Я думаю, что это будет интересно, незабываемо и, как всегда, самые, я думаю, эпитеты и возгласы, которые Дмитрий обычно использует при комментировании всех биатлонных соревнований мирового и российского уровня, вы тоже услышите, и это очень эмоционально так раскрасит те события, участниками которых станете и вы, потому что вы смотрите трансляцию, прямую трансляцию зимней Ибицы из села Иб, старинного Коми села. Кстати, вот возвращаясь к тому, что Ибица называется зимней, кто-то, может быть, из тех, кто смотрит, следит за развитием событий на Ибице за пределами региона Коми, может быть, спросит резонно, почему зимняя Ибица в конце марта. Так вот, друзья, знаете, что март у нас в Коми это 4-й зимний месяц, и, возможно, апрель тоже будет таким. Это уж как матушка зима распорядится, хотя мы вроде бы ее проводили. Ну что ж, это все было лирическое отступление, а сейчас давайте снова переместимся на биатлонное стрельбище, на биатлонный полигон, где все будет происходить, и Дмитрий Губерниев вам все расскажет. И Сергей Чепиков. Еще одна команда. Анна Казакова, Александр Савин, Николай Габов и Дарья Домрачева. Еще за одну команду выступает Александр Рочев вместе с Анастасией Рудаковой, Ильей Машуковым и Михаилом Калио. Итак, есть еще запасной состав. Сергей Михайлов, Алексей Шеверев и Максим Овчинников. Если у кого-то ошибся в фамилии, поправьте меня немедленно, потому что русский язык, он совершенно замечательный при этом. Ну что ж, уважаемые друзья, дистанция очень небольшая, маленький всего лишь штрафной круг и длина круга 250 метров. Ну и есть дополнительные патроны. В случае промахов спортсмены побегут штрафной круг. Последними будут стартовать наши олимпийцы. Здесь же, кстати, мы отмечаем, что в числе юных спортсменов Республики Коми те люди, которые уже стали кандидатами в мастера спорта, мастерами спорта, победители краевых соревнований, победители первенств России. И когда мы задаем вопрос, уважаемые друзья, скоро ли появятся в национальных сборных представители Республики Коми, я думаю, что этот вопрос
вопрос уже в самое ближайшее время найдет свой ответ. Впереди подготовка к следующим Олимпийским играм в Корее. Давайте аплодисментами пожелаем удачи сыктывкарским спортсменам в плане попадания в национальную сборную России. Люди! Молодцы! Посмотрите, как строен и красив Сергей Чепиков. Это настоящий, но он пока не тянет на Илью Муромца, потому что он строен, как Алеша Попович мирового биатлона. Сергей Чепиков, двукратный обладатель Кубка мира, чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион. Дарья Домрачева сейчас получает последние наставления практически от юных спортсменов, как должна она финишировать. Мы знаем, как Дарье не везет зачастую на 4-м этапе выступления за сборную Республики Беларусь, когда борются за победу другие, но девчонки уже берут с Дарьей пример и становятся все ближе к пьедесталу. Может быть, сегодня эта команда с участием Дарьи Домрачевой одержит такую важную и такую нужную победу. Итак, наберемся терпения и подождем начала сегодняшней увлекательной биатлонной эстафеты. Итак, одна стрельба из положения лежа. Такие вот у нас правила все-таки будут сегодня. 250 метров, круг. И давайте посмотрим, как спортсмены будут его преодолевать. Начинают девушки. Итак, Ксения Лопаткина, Анастасия Рудакова и Анна Казакова. Поехали! Ну что ж, 250 метров. Посмотрим сейчас, кто врывается вперед. Видно сразу, что это кто-то из женщин, друзья. Потрясающе совершенно. Так, Ксения Лопаткина. Ксения Лопаткина выходит вперед. Посмотрите. Выполняет поворот за поворотом, и причем очень уверенно работает на первом месте пока Ксения Лопаткина. Давайте подбодрим Анастасию Рудакову и Анну Казакову. Друзья, хочу сказать, что это бегут женщины. Казакова под 3-м номером, под номером 2-м Анастасия Рудакова. Итак, у нас огневой рубеж. Помните, как ведут себя при попадании или не попадании зрители, уважаемые друзья? Я буду каким-то образом сейчас регулировать этот процесс. Делал так. И так. Не так-то просто попасть спортсменкам. Посмотрите, пока только одна мишень закрыта. Что ж, у нас получается, кто-то вообще не... Да, стрельба себя подкачала у наших спортсменок. Бегут штрафные круги. Вот что значит непривычные условия, пневматическая винтовка и близкая мишень. Если бы на расстоянии 50 метров девушки, безусловно, попали бы, как мы знаем. Вся надежда на ребят. Иван Торопов, Илья Машуков и Александр Савин будут дальше бежать. Посмотрите, какой круговорот событий. Девушки с улыбкой преодолевают штрафной круг вокруг беседки. Это фантастическая беседка. Давайте пожелаем, когда с ними будут ухаживать их молодые люди, пускай приглашают на свидание именно сюда, в эту символическую беседку. Дорогой, у нас с тобой сегодня штрафной круг. Так, Анастасия Рудакова, насколько я понимаю, первой пришла к финишу. У нас передача эстафеты. И Илья Машуков. Илья Машуков с очень большим преимуществом. Александр Савин второй. И Иван Торопов. Ксения Лопаткина так хотела победить. Посмотрите, что творит, казалось бы, бегущий на последнем месте Иван Торопов. Но бежит он совершенно фантастически. Илья Машуков, вот он. Тут как тут.
Илья Машуков в этом году выполнил норматив мастера спорта. Подходят и соперники. Боже мой, какая борьба! Ну вот, посмотрите, у нас снова заминку одного из спортсменов. И мы видим, что Александр Савин, Илья Машуков. Передача эстафеты Николай Габов за команду под 3-м номером, Михаил Калиол под 2-м и Илья Батманов. Илье Батманову практически нужно стать Ильей Бэтменовым для того, чтобы догнать своих соперников. Вот она, передача эстафеты Илья Батманов. Вперед! А некоторые уже подходят к огневому рубежу. Николай Габов, вы посмотрите. Вот это Николай Габов! И Николай Габов отправляет Дарью Добрачеву на последний этап. Вы посмотрите, насколько ребята здорово стреляют. Михаил Калио отработал. Илья Батманов. Александр Рочев за именитых выходит под 2-м номером. Чебиков в своей очереди долго ждет. А Дарья Добрачева, посмотрите, снова с огромным отрывом, как и на Олимпиаде. Дарья Добрачева, ваши аплодисменты! Посмотрите, какой накал. Настоящий профессионал выходит бороться, и Дарья Добрачева подходит к огневой позиции. Там на дальних поступах Сергей Чебиков, как лучшие годы. Супер коньковый ход нашего мега-олимпийца. Пять из 5. Добрачева, когда надо, попадает на все 100. Вот это стрельба чемпионской команды! Браво! Дарья Добрачева, круг почета чемпионки. Ну что, друзья, только что увидели, как Дарья Добрачева побежала, рванула просто, видимо, на финальный победный круг, судя по тому, как она размахивала палками. И я так понимаю, что будем ждать ее в скором времени здесь, в нашей фестивальной студии. А сейчас здесь не менее именитый спортсмен Анатолий Алябьев, двукратный олимпийский чемпион, один из 3 советских биатлонистов, который завоевал 2 золота на одной Олимпиаде. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Очень всем. рада, во-первых, что вы приехали к нам сюда. Это очень приятно, когда такие люди приезжают, потому что это главное, наверное, скорее всего, для детей, которые занимаются таким видом спорта, как биатлон. Вы абсолютно правы. Дело в том, что все-таки популяризация биатлона, она и так очень высокая в нашей стране, в мире вообще. А сюда приехали, значит, вот в край, Сыктывкарский край, республику Коми, потому что она всегда славилась лыжными гонками, лыжниками, потому что великие спортсмены, Рая Сметане, Коля Бажуков, Рочевы,
Это величайшие спортсмены. Но все-таки хочется, чтобы и биатлон еще так звучал, как вот звучал в мире, чтобы всегда Губерниев кричал, что Сыктывкар, да. Не только Белоруссия, Добричева. Вот вы сейчас назвали Раиса Сметанина, Николая Бажукова, а удалось с ними пообщаться? Конечно. Вы сегодня, я знаю, были на лыжном комплексе, да? Да, мы у Раечки Сметанина, потому что я Раю знаю 46 лет. Мы с ней знакомы. надо первый. Да. Колю Бажукова учились мы вместе с ним в военном институте физкультуры. Да, с Василием Рочевым, с Ниной Рочевой. То есть у нас очень близкие такие дружеские отношения. Вот это самое главное. Было да. приятно, наверное, встретиться. Вы знаете, что очень приятно. А было. так вот созванитесь вне таких вот... Редко, потому что с Колей Бажуковым иногда созваниваемся, а вот с девушками, ну, с Васей Рочем встречаемся иногда вот на спортивных мероприятиях, но очень редко. Я тоже редко выезжаю, это больше преподавательская деятельность, так что занимаюсь. Учу, как сказать, курсантов, не студентов, а курсантов, чтобы были хорошими педагогами и начальниками физической подготовки спорта. Как оценили лыжный комплекс, вот по вашей профессиональной такой оценке? Вы знаете, Наверное, есть что-то вы знаете, что я хожу, вот, во-первых, как бы и гордость принимает, и в то же время, знаете, что печально, что у нас в Санкт-Петербурге пока такого нет. Да вы что? Да, вот построили спортивный комплекс, федеральный спортивный комплекс университета Лезгов-то, я называю его имени Таймазова, ректора университета, потому что он большую как бы приложил большие усилия, чтобы это сделать, ну, благодаря Министерству спорта Виталию Ильичу Мутко. И много недоделок, много не сделано. И у нас очень далеко мы пока вот Санкт-Петербург конкретно. Я думаю, что и Москва недалеко ушла от Петербурга. То, что таких, как биатлонные стрельбища и в Тюмени, в Ханты-Мансийске, в Башкортостане. Вот. И, кстати говоря, я не ожидал, на самом деле, думал, что ну, стадион, лыжестадион, и там великолепное стрельбище. Получилось хорошее стрельбище. То есть у нас надежда в Коми, что вырастут хорошие Да, биатлонисты? вы знаете, что будут. Вот еще несколько тренеров. Вы только-только начали вот первый год развивать биатлон здесь, вот в Республике Коми. Только-только стали развивать. И я вот так, мы уже встречались и с тренерами, и с руководством, потому что придет время, и вот посмотрите, что Сыктывкар будет то же самое. Будем надеяться. В одним из первых рядов в России и в мире пойдет. Анатолий Николаевич, хочу вспомнить Олимпиаду 80 в Лейк-Плэйсиде в Америке. А в индивидуальной горке вы на финальную стрельбу, на финальный выстрел потратили 42 секунды, насколько я знаю, потому что вот такое, видимо, было напряжение сильно, да, очень сильно переживали, большая была ответственность. А после этой Олимпиады, после этого случая, испытывали когда-нибудь еще вот такие, ну, вот эмоциональные перегрузки? Вы знаете, я немножко вас поправлю. Да, Значит, да. я стрелял 43 секунды, последний выстрел делал. 4 выстрела я сделал за там, 40, допустим, секунд. И этот последний выстрел, он достался так мне тяжело, сложно, и просто я его вымучил, так я бы сказал даже. Пришлось приседать несколько Чтобы раз. успокоиться. Нажимая на спусковой крючок, у меня руки дрожат. А почему это получилось? Потому что перед метров 500 осталось до последнего рубежа. Мне Саша Ушаков говорит, что стреляешь без штрафу, можешь выиграть. То есть сбил немного, получается. Это были случаи с Сашей Тихоновым был, который... Ему сказали, что Саша, ты чемпион, и так получилось, что в 1976 году, что он пришел, у него колени дрожат, все дрожит, ну, и он 5 минут штрафу сделал на последнем рубеже. С Александром Васильевичем Привалом со мной так было, потому что ну, лучше не говорить. Надо говорить, что ты молодец, все хорошо. Да, я просто вымучил его, этот выстрел я вымучил. Но и в итоге, все досталось вам по праву. В итоге получилось, что я обыграл на данный период Франка Ульриха. Анатолий Николаевич, от вас, от олимпийского чемпиона двукратного, пожелания вот участникам, гостям Ибицы, самое главное, юным нашим биатлонистам? Я что хотел бы сказать, какое пожелание, вот особенно руководству Республики Коми, спасибо вам большое вот за наших величайших спортсменов. Никто у вас не уезжает. Вот это очень дорогого стоит, что все спортсмены остаются здесь. Спасибо еще раз, низкий поклон, что вы такую благородную миссию проводите для спортсменов. И очень много спортсменов, которые действительно только это восходящие звездочки будущего спортсмена. Так что пожелать спортсменам терпения. Самое главное, что и успех придет в том случае, если будет полностью взаимопонимание спортсмен-ученик, спортсмен-тренер, тренер-спортсмен. Только должно быть взаимопонимание. Берегите друг друга, занимайтесь физической культурой и спортом, и все получится. Спасибо большое. Это был Анатолий Алябьев, двухкратный олимпийский чемпион, друзья. Ну, а мы продолжим, точнее, в скором времени
саамским футболом. К финальной встрече там сейчас готовятся две команды. Кто это, нам расскажет, опять же, Дмитрий Губерниев, который будет комментировать все происходящее на этой площадке. Видимо, для него саамский футбол станет, наверное, таким необычным видом спорта, который, может быть, возможно, он будет комментировать впервые. Напомню, там играют две команды, в каждой по несколько человек в специальных сарафанах. Обычно он зародился в Мурманской области, возродился, точнее, и с 96-го года, ну и продолжает развиваться и у нас в республике. И вот это поддержали это начинание, и уже который год соревнуются команды весьма успешно. Потрясающе это будет выглядеть, я думаю. Так что давайте перейдем на площадку саамского футбола. Вчера во сколько собрались? Вчера мы приходили без 10:11, и мы победили как раз 10:2. Так каждое утро, да? Да. Ну, а вот 5 лет назад, когда у вас только все начиналось? Ну, мы были еще слабой командой, мы не собирались без 15:11. Ну да, собирались в 11. Ну, а вот Роман Широков сказал, что если российская сборная не выйдет в финал чемпионата мира в Бразилии, он будет выступать за вашу команду. Как вы это прокомментируете? Ну, команда «Волонтер» только за, 2 руками и ногами тоже. Потянете Широкова? Конечно. А еще кого потянете из нашей сборной? Киржакова. Да. Да, Саша молодец, подсказал. Спасибо. Ну что ж, молодцы, девчонки. Команда «Волонтер», как выяснилось, в отличие от многих женщин, которые мечтают о футболистах, потянут только 2 игроков российской сборной. Браво! Итак, кто у нас поклонники команды «Волонтер»? Вот это кто у нас появляется сейчас? Команда «Волонтер», аплодисменты! Команда «Волонтер». Браво! Ну что, друзья, саамский футбол сейчас, точнее, финал начинается, и будет интересно и жарко там на снегу у нас сегодня. Ну а в нашей фестивальной студии участницы первого этапа биатлонной эстафеты, и в том числе и представители команды победительниц, в общем, всех 3 команд. Я вам их представлю сейчас. Анна Казакова, Ксения Лопаткина и Рудакова Анастасия. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос победительницы. Анна, какие вот были эмоции, когда вы понимали, что бежите в одной команде с такой именитой чемпионкой? Ну, когда нам объявили составы, конечно, восторга нашего не было предела, так как Даша попала в нашу команду. Мы были очень рады, вот, и старались, чтобы ее не подвести, и все получилось. Ксения, кто с вами бежал? Кто был у вас, так сказать, капитаном в команде? Чепиков. Сергей Чепиков, да? Да. Сергей Владимирович вас как-то настраивал перед гонкой? Что-то сказал хорошее? Девчонки там, Да. парни, бегите. Что сказал? Всего хорошего сказал. Так, а у вас бежал Анатолий Арябин? Нет, Рочев бежал вместо него. Так. Александр Рочев. Да вы Он- что? Да. Так, он вам что сказал? Он пожелал удачи, сказал бороться до последнего. Так что мы старались. Какие вот вообще, как вы пришли в биатлон? Давно ли вы занимаетесь? Ну, я занимаюсь уже порядка 5 лет. Есть успехи? Ну, успехи, да. Выигрывала чемпионаты Северо-Западного федерального округа, являюсь кандидатом в мастера спорта по биатлону, ну и также республиканские соревнования. Ксения, у тебя тоже, наверное, есть какие-то результаты? Я занимаюсь биатлоном 1-й год, но у меня уже есть кандидат в мастера спорта по Так. биатлону. Настя, у тебя? Я занимаюсь около 2 лет. И Северо-Запад была в призах, и на России, ну, недалеко, 5-е там места. Молодцы, Вот. молодцы. И кандидат в мастера спорта тоже имеется. Ксюш, вот такие фестивали, как «Зимняя Ибица», приезд таких именитых спортсменов, для вас, вот для тех, кто на старте, так сказать, своей спортивной карьеры, это стимул? Да, для меня Дарья Домрачева — это мой кумир. А для вас? Также я за нее очень болела на Олимпиаде, очень рада, что она стала 3-кратной олимпийской чемпионкой. Вам еще удалось пообщаться вот с ними так вот рядышком, помимо того, или вы встали в одну команду, все, и побежали там? Немного перед стартом там поддержали чуть-чуть, пару словечек перекинули, таких позитивных. Вообще в биатлон девушкам тяжело?
наверное, чем парням? Или... Ну, девушкам, наверное, немножко тяжелее, так как винтовка весит несколько килограмм, как бы стрелять Это надо, не концентрация. сумочку сбоку носить. Это не сумочка, да, 4 килограмма с половиной, это все же вес такой, тем более там бывают дистанции под 10, под 12 вот с половиной у женщин. Сказывается, да, есть такое. Ну что ж, девушки, я хочу вам пожелать спортивных успехов, медалей, достижений, чтобы, когда вас объявляли, в конце добавляли «Республика Коми». Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, девушки. До свидания. Помашите рукой всем. Да, друзья, это наши будущие олимпийские чемпионки, дай бог. Ну что ж, а тем временем на площадке самского футбола начинается финальный матч, который комментирует Дмитрий Губерниев. Давайте переключимся туда. Поехали, спасибо. Итак, Сыктывкарский госуниверситет СГУ. Команда начинает. Парень с короткой прической и с мячом. Вы посмотрите, какие комбинации плетут. Но девчонки знают, что делают. Боже мой, айда волонтер. Неплохо. Более резвые студенты пока беспрерывно практически пытаются овладеть мячом. Пару пробили. А если у нас будет ничья в двух таймах, что потом? Пенальти? Серия пенальти, конечно. Дополнительное время не будет, да? Нет. Да, очень скоротечный футбол. СГУ, боже мой! Браво, браво, браво! Как принято говорить, игра проходит на встречных курсах, уважаемые друзья. Обратите внимание, на самом деле, уважаемые мужчины, кто захочет познакомиться с прекрасной девушкой вот в этих воротах, это мужик. Хотя ему, черт побери, так идет этот прекрасный костюм. Нужен гол, кричат все без исключения. Ой-ой-ой, какая скидка эффектная. Девчонки из волонтера знают, что делают. Единственная представительница команды СГУ. Как разъяренная фурия в центре поля. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, девчонки схлестнулись друг с другом. Не бейте Дмитрия, он нам еще нужен. Ну, жесткое такое соперничество, обратите внимание. Девушка из СГУ сейчас творит просто чудеса. Давайте беречь друг друга. Мало пока ударов по воротам. То ли ворота маленькие. Ой-ой-ой, какой момент! Обратим внимание, что нет времени ни у кого запрятать мяч под юбку. И этим славится наш финал. Посмотрите, кто-то закрывает уши. Вот эта комбинация была у волонтера. И снова СГУ. Браво! Я хочу сказать, давайте поаплодируем вратарю волонтера. Фантастический сейв сейчас. Просто фантастический. Браво! Ну, поточнее хочется, чтобы волонтер играл. Вот эти передачи в никуда давайте забудем. Играть на партнеров. Построже. Вот это футбол, уважаемые друзья. За этим футболом будущее. Вы представляете, как бы здорово играл самский футбол Андрей Аршавин в таком фартуке? Со стыда забил бы все. Ох ты, вот это сейф, еще один спасение какое. 1-1 пока по ударам. Но я хочу сказать, что с такими вратарями много голов сегодня не забьют. Ворота больше будем делать потом. Может быть, мы хотим дождаться серии пенальти, друзья. Как знать. Можно назвать их буллитами, как хотите.
Можно даже назвать стрельбой из положения стоя. Спасибо. Вообще, честно говоря, уважаемые друзья, я понял бы, кто из наших, например, артистов, кроме творческого коллектива Надежды Бабкиной, отлично смотрелся в этом костюме. Давайте пригласим играть в самский футбол Бориса Моисеева. Кто за? Браво! Я с удовольствием передам Боре об этом пожелании сыктывкарских друзей. Кто сказал и Пенкину тоже? Второе место забронировано Киркоровым. Спокойно. Что у нас там? Пошла последняя минута первого тайма. Я хочу сказать... Ой-ой, какая скидка головой. Хочу сказать, что в самском футболе как-то медленно время движется. Отлично сыграл комментатор сейчас. Закрывают девчонки голову, чтобы шапка не слетела. Какие молодцы. Важно, когда... Как бы было бы здорово, если футболисты тоже помогали комментировать. Вот уже на протяжении второго часа заканчиваются наши 5 минут первого тайма, друзья. Еще полминуты осталось. Это когда наши в хоккей проигрывают, время быстро идет, а когда играют в самский футбол, медленно. Ну что ж, первый тайм завершен. Меняемся воротами, да, насколько я Пока понимаю? у нас смена воротами. Дмитрий, можно мне просьбу небольшую в рамке ведущего? Я бы хотел вам задать пару вопросов. С удовольствием. Просто обычно вы берете интервью, а тут я С хочу удовольствием. вас. Дмитрий, я так понимаю, у вас первая, да, практика комментирования самского футбола? Абсолютно точно, но я хочу сказать, что все-таки мне кажется, что будущее в этом виде спорта заложено летом, когда будут на прекрасных девушек каблуки и мини-юбка. Давайте как-то к этому стремиться. Обязательно, обязательно. Но я хочу сказать, что я поклонник девушки, которые играют головой, придерживая шапки. Это настоящая мужская мечта. Спасибо! Аплодисменты! Ну что ж, а мы переходим с вами ко второму тайму. Разыгрывает у нас команда «Волонтер». Разыгрывает команда «Волонтер». Вы посмотрите, единственная представительница СГУ. А вот девушка из СГУ не жалеет свои уши. Так. Отворот. Футболисты замерзли? Посмотрите, команда, кстати, СГУ практически вся играет без шапок. Что морозить нечего? Да нет, есть что морозить, ну что вы. И сегодня прекрасная девушка из СГУ, когда встретит своего возлюбленного, наконец-то скажет: дорогая, у тебя такие красивые уши. Ворот. Так, сейчас иду вот к этой группе в полосатых купальниках. Подожди, сейчас там что-то девчонки пели такое сейчас хорошее. Так, пока игра продолжается, можно вас секундочку? Вот в чем мы должны играть в самский футбол. Аккуратнее. Давайте, придите сюда скорее, вот. Вот, уважаемые друзья, вот она форма одежды для самского футбола. Вы смотрите, прелесть. Замечательно совершенно. А что вы кричали-то там? Буш? Браво, это была премьера песни про СГУ. Ой, какой удар хороший, боже ты мой. 2 раза. 2 раза вратарь в красной шапке парировала.
Счет не открыт 0-0. Верховую борьбу выигрывают спортсмены СГУ. Почему-то никто еще не спрятал мяч под юбку. Дайте хоть посмотреть, как это выглядит. Хоть кто-нибудь. Так. Обозначил сейчас вратарь. А, вот как это выглядит. Неплохо. Но это делается не больше 5 секунд. Я это понял уже, да. 5 секунд всего лишь. Отворот. Я думаю, что сейчас такое затишье перед бурей все-таки, уважаемые друзья. Единоборства какие в центре поля. Ой-ой-ой, жесткая игра. Какой удар по воротам. Едва-едва не отличились сейчас спортсмены СГУ. Сыктывкарский государственный университет. Тоже, кстати, очень хорошее упражнение для дикторов центрального телевидения, чтобы учились выговаривать. Сыктывкарский государственный университет. А то, знаете, эти люди, которые сыв, тык, мрык и так далее. Есть такое у нас еще из последних сил. Я тренировался, готовился долго. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что творит этот парень? Так любят говорить футбольные комментаторы, когда не знают, кто с мячом. Потому что там в любом случае парень, и он что-то творит. Ох ты, какие атаки. Но мистер оранжевая кроссовка в воротах, конечно, команды СГУ фантастика. Этот любимец женщин в оранжевых кроссовках. Этот Брэд Питт самского футбола. И снова посмотрите, как бережно он сжимает этот мяч. Слава богу, что у нас много ударов по воротам, пусть таких не опасных, но старик Брэд снова с мячом. Пошла последняя минута матча. Последняя минута матча. Неужели впереди пенали? Ну, может быть, не с последних сил кому-то удастся. На встречный Курсак опять. Давайте СГУ кричать. Что ж вы молчите-то? Я буду кричать просто: спасибо, Сыктывкар! Спасибо, Сыктывкар! Как высоко вы прыгаете. Ребята, кстати, сразу видно, что и в классический футбол отлично играют. Брэдушка, давай. Ой-ой-ой, как здорово, а из-под перекладины. Вот так же здорово, между прочим, играл Вячеслав Малафеев в тот период, когда у нас были с ним отношения холодные. Теперь все хорошо. Сейчас, кстати, помогаем Вячеславу в благом деле делать фильм второй про вратарей. Итак, звучит финальная сирена. Это значит, что сейчас серия пенальти нас ждет. Вот это да! Пенали! Капитаны команд, пожалуйста, подходим ко мне. Какие правила пеналей? Пенали мы бьем по одному пенальти до первого промаха. До первого промаха, мяч прекрасно. большой, с 5 метров мы бьем. Отлично. Итак, уважаемые друзья, до первого промаха. Фантастический регламент нашего турнира. Еще никогда не приковывали внимание пенали в самском футболе. Такого накала, такого напряжения самский футбол не помнит, как сегодня. Если бы знали самы, что они придумали, что изобрели. Итак, ну что ж, первыми пенальти бьет команда СГУ. Зрители за воротами, аккуратней с детьми, аккуратней. Гол! Итак, на силу. И вот теперь так много будет зависеть от команды «Волонтер». Может быть, попробовать отвлечь Брэда. Так, кто у нас будет отвлекать Брэда? Подождите пока. У нас же все-таки шоу-матч. Так, кто у нас будет Брэда? Я предлагаю одну девушку позвать. Да, где та девушка в летней форме? Кто ушел? Подождите пока, подождите, кто у нас там? Кто? Вот, вы в шапочке берега, идите ко мне, идите скорее. Значит, подходите к паре и говорите: ну как ты, красавчик, вот так что. Вот вратарь, смотри, то есть, ну так, предкрасавчик, ты такой клевый вратарь, давай дойдем с тобой сюда чуть-чуть.
все время отходи-ка, он скажет, я так не могу. Не. Ну что ж, все-таки, спасибо большое. Все-таки наша хитрость не удалась. И команда Сыктывкарского госуниверситета добилась успеха. Команды построились. Фантастика просто. Ну что ж, друзья, вот только что завершился финал по саамскому футболу, и теперь с уверенностью можно сказать, что Дмитрий Губерниев теперь не только голос российского биатлона, но и голос саамского футбола с этой минуты. Радуются победители, побежденные, может быть, будут подолами утирать свои слезы, но все это уже в прошлом, все это история. Ну, а у нас история творится прямо здесь, потому что в нашей фестивальной студии сейчас тоже легендарный человек, участник 6 Олимпиад, двукратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, спасибо, что приехали к нам, очень приятно. И при том, что я знаю, что вы депутат, и вот выглядите в такой отличной форме, и бегаете прекрасно на лыжах, стреляете. Я вот, друзья, вот чтобы все у нас были такие депутаты. Ваши эмоции от зимней Ибицы? Ну, конечно, я ехал сюда, не знал, что это такое, и загадочное слово Ибица, да, вот думал, что это такое будет захватывающее, но так и получилось. Очень много интересных состязаний здесь, и метание топора, метание валенок, футбол вот национальный ваш, да. Ну и, конечно, биатлонная эстафета была сегодня с участием Дарьи Домрачевой, и она получилась. И Дарья обыграла меня, к сожалению, да, нашу команду. Но я думаю, что зрители все равно были довольны, и праздник удался. Вы вот как представитель власти можете, наверное, понимаете, насколько это важно, такие мероприятия для региона? Ну, это важно, да, и для региона, и для популяризации того или иного вида спорта, да, вот сегодня был представлен биатлон, и я думаю, очень многие после сегодняшнего фестиваля запишут в секции биатлона своих детей, тем более, что в Сыктывкаре совершенствуется инфраструктура, и мы сегодня посмотрели великолепный лыжи-биатлонный стадион, да, и, конечно, я здесь еще бегал лыжником, и вот сейчас, приехав в этом году... Вы были здесь в 90-х, да? В середине 90-х? Да, очень многое изменилось, все стало таком на мировом уровне, и, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы дальнейшее развитие этого региона было не только заслуженно лыжное, мы были также в музее Раисы Сметаниной сегодня, но и биатлонисты, выдающиеся, тоже в скором времени здесь появились. Надеемся, надеемся. Вот считает вас извечным соперником Ульяйнер Бьорндалена. Вот понятно, что на трассе все соперники. В жизни общались с ним, общаетесь, может быть? Ну, да, я общался с ним, и у нас как бы в биатлоне не принято там каких-то таких, да, каких-то таких, что-то, какие-то непредвзятые друг к другу отношения. Наоборот, у нас вид спорта-то, по сути, не контактный, но так вот иногда там где-то, может, палкой кого-нибудь лыжной можно случайно это зацепить, но у нас нету такой силовой борьбы, и поэтому все ребята очень компанейские, вот очень мы были дружны с немецкой командой Германии, там, командой Норвегии, и трудились, и отдыхали вместе, и общались, и наши ребята выучили иностранные языки, там, иностранцы начали кое-что говорить по-русски, поэтому такое интернациональное братство. Вы участник 6 Олимпиад, вообще для спортсмена, наверное, это колоссальное, да, вот количество, или вот оглядываясь назад, думаете, сколько я сделал. Есть еще желание, может быть, и вас иногда встаете опять на лыжи, так вот для себя пробежаться, пострелять, или сегодня это было спустя много-много лет, вот сегодняшняя эстафета? Нет, но я сейчас акцентируюсь не только на лыжах, да, хотя и на лыжах я с удовольствием катаюсь, и классическим ходом, так как у меня одна Олимпиада была чисто лыжная, да, это в Нагано, я где участвовал, был лыжником, гонщиком, да, и с удовольствием вспоминаю это время. Но сейчас для активного образа жизни у меня есть и велосипед, и байдарку я очень люблю, и бег, и что интересно, мне очень стало нравиться, может, это все-таки с годами, скандинавская ходьба. Я просто беру палочки, иду по лесу, и 2-2,5 часа гуляю, очень хорошо, всем советую. Пульс в это время где-то 120-140 ударов в минуту, самое лучшее для того, чтобы было нормализовано кровообращение.
Вот нас смотрят наверняка сейчас юные биатлонисты. Расскажите вот вкратце, вы перешли в биатлон из лыж, я так понимаю, да? Ну, у меня как бы в биатлон из лыж, а потом опять у Было меня было возвращение в биатлон, и еще 2 Олимпиады я выступал в биатлоне. Ну вот для юных спортсменов что можете сказать? Тех, кто вот начинает только держать винтовку, начинает вот бежать. Ну вот самое главное, чтобы через всю вот эту как бы спортивную жизнь нужно, я считаю, основное, чтобы было вообще интересно тренироваться, да, нужно прибавлять все время по отношению к себе, чтобы вот чувствовать, что ты даже как-то выстраивать тренировочные планы совместно с тренером, но чтобы видно, что ты прибавляешь. И это тогда интересно, и в этом тогда есть смысл и прекрасное ожидание спортивного результата. Вот если это будет у молодых спортсменов, да, вот если они почувствуют этот свой стержень, да, и почувствуют, что это творческий процесс, а не просто там тренировки из-под палки, да, вот тогда они почувствуют себя настоящими спортсменами, и тогда у них будет улучшаться результат. Сергей Владимирович, вот мы знаем, что, ну, вы как лыжник знаете, что у вас, у лыжников, у них такая постоянно монотонная, как бы нагрузка, идешь, бежишь. У биатлонистов интервальная такая нагрузка, побежал, постоял, там, пострелял. Раскройте секрет, вот, когда сходишь на лыжах, после лыж даже руки вот дрожат после хорошей нагрузки. Как вы, прибегая на стрельбище, удается заставить вот, сконцентрировать себя, чтобы выстрелить точно? Есть какой-то, может быть, секрет профессиональный? Не, ну, конечно же, в лыжах психологическая нагрузка чуть-чуть меньше, потому что здесь в биатлоне нужно концентрироваться на огневом рубеже, но честно признаюсь, что даже самые великие спортсмены и то на огневом рубеже испытывают некоторые трудности, особенно когда там такие старты серьезные, Олимпийские игры, чемпионаты мира, много зрителей, иногда там перенапрягаются мышцы, иногда возникает тремор даже, и вот мушка там вибрирует, да, и вот тут очень нужно грамотно, кто-то с этим справляется, кто-то нет, но это тренировка, и даже вот если у тебя чуть-чуть идет тремор, все равно, если ты плавно обрабатываешь спусковой крючок, и как это нужно правильно делать, то все равно ты из 8-то 5 всегда должен попасть. А вот у театралов считается, что 80% успеха это репетиции, 20% это уже как бы там талант, импровизация и все такое. У спортсменов, биатлонистов, как в этой ситуации? Тоже в большей степени играет тренировки значение? Как выдающиеся слова Суворова, да, тяжело в учении, легко в бою, поэтому тут тоже тренировки очень тяжелые, тренировочный день, он длится практически как световой день, начиная с утренней зарядки, которая длится около часа, там, 7:30, там, 2 тренировки, и после ужина мы еще частенько уходили на стрельбище стрелять, поэтому вот так очень полноценно загружен день, но вот когда у тебя вот такие нагрузки, то и в соревнованиях ты уже себя более комфортно ощущаешь. Да. Ну, ежегодный объем биатлониста около 9-10 тысяч километров в год. Это представляете? Это четверть экватора. Да, а когда занимаешься 20 лет, это уже такая внушительная цифра. С ума сойти. В заключение вкратце от вас пожелания всем нашим зрителям и юным спортсменам. Ну, пожелания вследствие успехов нашей олимпийской сборной на Олимпиаде в Сочи. Желаю, чтобы эти победы продолжались, и чтобы наши болельщики, наши зрители рекомендовали своим детям идти в зимние виды спорта, лыжные гонки, биатлон, бобслей по возможности, шорт-трек, чтобы уровень нашей страны на Олимпийских играх не понижался. Спасибо. Спасибо вам большое, друзья. Только что в нашей фестивальной студии был двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. Ну а мы продолжаем нашу трансляцию. Сейчас идет подготовка к биатлонной эстафете, но уже на лямпах. Да, это специальные лыжи охотничьи. Ну, в Коми Республике это, в принципе, знакомо многим, потому что у нас многие уже юноши в детстве уже встают на лыжи с отцами, уходят в лес тоже. У кого-то есть даже свои победы, свои первые вот добытые глухари, утки, там, зайцы, но это традиционный вид спорта, уже второй год он культивируется в нашей республике. Сегодня у нас будет масс-старт, насколько я знаю, и только вот, возможно, будут ли бежать женщины вместе с мужчинами или будут 2 отдельных забега, мы в скором времени узнаем, потому что Дмитрий Губерниев тоже уже на позиции и готов прокомментировать и, собственно, то, что будет происходить. Ну, давайте посмотрим на это событие.
Анатолий Алябьев и Сергей Чепиков. Уважаемые друзья, мы ждем наших двукратных олимпийских... Вот здесь они, вот здесь! Он, наши кумиры! Анатолий Алябьев и Сергей Чепиков. Стрельба — дело не шуточное, как правильно сказал Сергей Чепиков. Не-не-не, вначале у вас друг с другом, а потом мы к вам приведем двух зрителей. Сначала друг с другом. Вроде вы, с одной стороны, представители разных поколений спортсменов. Сергей, я думаю, может смело Анатолий Николаевич назвать своим учителем-кумиром. Так же, как Анатолий Николаевич может своим кумиром назвать Сергея Чепикова, безусловно. Вот интересная информация. Первый раз были на сборах, а Сережа был маленький. Да, информация. Я был маленький, мы приехали в Архыз. Да, это у нас 82-й год. И там тренировался Анатолий Николаевич. И вот он даже взял нас с собой, вот таких маленьких, на кросс. Мы бегали, и он нам очень много рассказывал, как тренируется, и поделился очень многими секретами. И потом я, конечно, начал с удвоенной энергией заниматься этим видом спорта. Большое спасибо Анатолию Николаевичу. Вот представляете, как важно, уважаемые друзья, в рамках зимней Ибицы на самом деле сегодня видеть замечательных чемпионов. Потому что ты видишь, когда... Вот Добрачева, например, попала на Олимпийских играх, тогда, когда было нужно, по одному промаху 4 рубежа. Потом были проблемы, а в Сыктывкаре закрыла 5 из 5 просто как богиня. Анатолий Алябьев. Я хотел бы сказать... Да, хотел бы сказать о том, что все-таки никогда заниматься не поздно биатлоном. Я стал заниматься на 22-м году жизни биатлоном. Так что у многих или студентов, или курсантов, так что все впереди еще. Есть промахи, но Алябьев справляется. Чепиков 2 попал, промазал, потом 2 попал и 2 промаха у Алябьева, поскольку не смог сначала приноровиться к винтовке, но мастерство заметно сразу. Поаплодируем. Ну что ж, в этой дуэли Сергей Чепиков одержал победу, но согласимся, что самое главное, мы увидели, как эти грандиозные люди стреляют и делают это блестяще. Браво! 2 зрителя против 2 чемпионов. Две дамы. Как вас зовут? Таня, а вас как? В биатлоне в городе Кинишма за республику Коми. Вот это да, Галина, это профессионал. И Таня. Итак, звездная стрельба, Таня и Галя. Так и хочется сказать, наша Галя приехала. Ну что ж, посмотрим, что сейчас покажут наши прекрасные дамы. Галя по-хозяйски справляется сейчас с оружием. Помню, как-то на заре туманной юности назвал биатлон и винтовку ружьем. И великий Вадим Мелехов позвонил и сказал, что это у охотника ружье, у приличных людей это называется винтовка или оружие. Галя, кстати, закрывает мишень. Какая молодец. Давайте поаплодируем. Ох ты, габарит не прошел сейчас на 6 часов у Гали. Браво! Откуда вы, спрашивают? Браво! 32 года работает тренером Галина. Давайте поаплодируем, друзья. Кто нас выводит мастера? Анатолий Алябьев сейчас Татьяне подсказывает. А вот это называется щечки, говорит, как в том фильме Анатолий Алябьев. Сейчас у нас настоящий мастер-класс. Как в том фильме, опять же, дядечка, вы биточку не так держите, локоточек повыше и ух. Представьте своего ненавистного начальника. Ну, если 13-ю не заплатишь мне.
Уже отменили, тогда стреляйте быстрее, господи боже мой. Позор тому, кто отменил 13-ю зарплату у Тани. Не позор. Все, давайте мы сейчас выберем еще двух. Так, вот молодой человек умеет стрелять. Все, уважаемые друзья, бегу на прямой эфир. Соревнования по стрельбе продолжаются. Отдаю микрофон. Спасибо. Проводим. Ого, проводим, друзья мои, Дмитрий Губерниев. Так, у нас здесь мы сейчас, ну, желающие могут остаться. Мы сейчас, только это организовано, друзья, организовано. Мы постреляем. Мастера у нас вам немножечко покажут, как это делать. Условия. А еще у нас охотничий биатлон впереди. Так, а у нас свободное ружье. Пожалуйста, девочка, да. Свободное ружье. Обязательно. Чемпионы у нас немножко так порегулируют, как вы стреляете. Посмотрят. Посмотри, как малой стреляет. Просто... Отлично промазал. Ну и, друзья мои, хочу сказать о том, что сегодня у нас будет биатлонная эстафета на лямпах. И она у нас по времени... 18:30. Да, не пропустите, это будет интересно. Дмитрий Губерниев будет также ее озвучивать. Давайте у всех... У нас много желающих, ребята, попробовать, поэтому давайте по 2 выстрела и следующих попробуем. Друзья мои, кто желает попробовать пострелять? Есть желающие? Откуда у нас очередь? Нету никакой очереди, так вот как-то пока стихийно это происходит. По два выстрела и следующих. Мимо! А там девочку аж 2 специалиста пытаются объяснить, как это делать. Ну, пока только молоко мы видим. Спасибо, по 2 выстрела. Давайте следующих отправим. Очень долго будет Так, иначе. по 2 выстрела. Все, спасибо. следующий ребенок. Пожалуйста. Иван, у меня здесь тоже есть. Давайте, девочку, давайте. Давайте чуть дальше отойдем, пожалуйста. Мы успеем, у нас еще есть время пострелять, пока Дмитрий Губерниев на эфире. Каждый из вас попробует пострелять. Ну что ж, друзья, в нашей фестивальной студии я чувствую себя сейчас как будто рядом с тренером баскетбольной сборной, может быть. Да, со мной рядом Дмитрий Губерниев. Дмитрий, здравствуйте. Все сегодня... Все сегодня, конечно, рады, что вы вживую так вот комментируете у нас самский футбол. Впервые, кстати, это было? Впервые, абсолютно. Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые пригласили, которые отвечают за спорт в Сыктывкаре, правительству. И хочу отметить, что это действительно не имеющий аналогов абсолютно фестиваль, потому что... То есть вы впервые на подобном мероприятии? Абсолютно точно. Я хочу сказать, что, конечно, мне кажется, очень многим регионам нужно брать пример с Республики Коми, организовывать вот эту красоту, потому что фантастическая атмосфера. Еще вчера мне говорили, что была метель, и погода плохая, снег растаял несколько дней назад, а сегодня солнце, минус 10. Замечательно, красивые люди, девушки фантастические, футбол классный. А какое, Северин, удовольствие получил вот эта штука, которая у меня на руке. Это же из «Чума тишины». Где... Вы побывали в чуме молчания, абсолютно помедитировали. Чум молчания, абсолютно точно. Я просидел... Для вас, как для комментатора, было тяжело это сделать? Дело в том, что да, уже на 7-й минуте я понял, что что-то в моей жизни не хватает, но если быть серьезным, то очень энергетика. Я такой чувствительный довольно-таки человек. И такие, знаете, покалывания начинались уже в ладошках, то есть это абсолютно удивительная история. И хочу сказать, что, конечно, большое счастье видеть сегодня было Раису Петровну Сметанину, потому что мы посетили дом-музей этой великой женщины. Что вы впечатлились домом-музеем? Абсолютно точно. Ну,
что-то подобное сделала уже после Петровны Галины Кулакова, еще одна великая женщина, да, на сей раз из Удмуртии. Но Сметанин для меня, конечно, это вот и есть олицетворение Республики Коми и Сыктывкара, потому что она абсолютный кумир. Конечно, это Бажуков, конечно, это семья Рочевых, безусловно. Поэтому я получаю огромное удовольствие, но самое главное, получаешь огромное удовольствие от общения с людьми, потому что я здесь приехал с добрыми друзьями. Это Дарья Домрачева, это Сергей Чепиков, Анатолий Алябьев, двукратная, трехкратная олимпийская чемпионка, соответственно. И хочу сказать, что фантастический прием совершенно, то есть на лицах людей улыбки, красивые люди, энергетика чумовая. Поэтому огромное спасибо организаторам Зимней Ибицы. И хочу сказать, что завтра уже, когда полечу в Ханты комментировать чемпионат России по биатлону, обязательно расскажу уже в федеральном эфире о том великолепии, что было здесь. И, собственно, призову очень многие регионы брать пример с Республики Коми. Так что вам спасибо. И прежде всего спасибо зрителям. Я знаю, аудитория фантастическая. Спасибо вам огромное и всегда ваш. Друзья, это был Дмитрий Губернов специально для вас. Спасибо большое, специально для Зимней Ибицы. Дмитрий, желаю вам тоже всего самого хорошего, удачных комментариев, чтобы под ваши комментарии выигрывали наши спортсмены. Спасибо огромное, будем стараться. Друзья, ну а мы продолжаем. Я знаю, что Дмитрия ждут на старте эстафеты биатлоне на лямпах, так что мы... Хочу извиниться перед зрителями за прическу, потому что в шапке хожу минус Потому 10. сразу с работы сюда в эфир и опять на работу. Абсолютно. Спасибо. Друзья, смотрим дальше. Спасибо вам большое, Дмитрий. Спасибо. Друзья, вот у нас готовится эстафета на лямпах, специальные охотничьи лыжи, подбитые олени или лосиной шерстью по ходу, чтобы было удобно бежать вперед. Естественно, назад в них идти неудобно. Ну, собственно, нашим охотникам это и не надо. Издревле коми-охотники уходили в лес. Специальная палка, которая называется коибити, сейчас вот у них в руках. Как будет масс-старт так называемый, и как дальше сложится событие, мы с вами увидим. Кто настреляет, если так можно образно сказать, больше белок там или тетеревов, кому как будет удобнее. Я сейчас хочу только огласить список спортсменов, которые у нас бегут сегодня на лямпах. Это Павел Климов, самый у нас юный охотник должен быть, 9 лет, он уже ходит с отцом на охоту. Родион Отлогов должен быть также там на старте. Опытный охотник, имеет многочисленные охотничьи трофеи, глухарей, рябчиков, пушных зверей, даже принимал участие в охоте на медведя. Игушев Ефим, 16 лет, он также рыбак и охотник. Вячеслав Мишарин, ему 20, отслужил в армии, с детства имеет свои охотничьи угодья, что для нашей республики весьма характерно, специальные путики и любитель охоты на зайца. Далее у нас Кирушев Василий, 55 лет. Опытный рыбак и охотник, ну, судя из возраста, вы сами, думаю, это понимаете. И Сергей Шарапов, 65 лет. Несмотря на свой возраст, проживает, на то, что еще проживает он в столице республики, в Сыктывкаре, сохраняет традиции коми народа и охотник во всех направлениях. Активно передает свою любовь к народным традициям и сохраняет их. Ну и также у нас еще будут бежать девушки сегодня, чуть позже я о них расскажу. Пока что давайте обратим свое внимание к стартовой позиции сейчас. Насколько им легко. Скорости уж, конечно, будут не такие, как у наших биатлонистов, олимпийских чемпионов. Но, тем не менее, будет, я думаю, весьма интересно. Итак, все ваше внимание, друзья, на старт сейчас. Совсем скоро начнется забег, последние приготовления, судя по всему, там идут. И мы увидим, как все получится. Кто будет самый быстрый, самый меткий. Я думаю, что для северных народов биатлон это фактически родной вид спорта, потому что лыжи, ружье и специальные другие охотничьи приспособления всегда были под рукой у северян. И они всегда ими пользовались, и в этот раз тоже воспользуются, потому что на севере по-другому нельзя, ведь нужно обязательно жить, и поэтому нужно добывать пищу. Жить и работать. Добавляет Дмитрий Губерниев и покидает нашу фестивальную студию только сейчас. Спасибо. Друзья, все внимание сейчас на нашу спортивную площадку. Наши спортсмены, по-моему, и девушки там тоже готовятся к массовому старту. И расскажу, кто среди них
Габова Ирина, ей 16 лет, но в своем арсенале она имеет охотничьи трофеи, утку и рябчика, любительница рыбалки, сбора грибов и ягод. Также там Татьяна Никулина, 17 лет, молодая девушка, но заядлый рыбак, любит вместе с кошкой, причем ходить на рыбалку, ловит рыбу удочкой, страстный любитель лямп. Мария Шипанова, ей 53, заядлый рыбак, сборщик грибов и ягод и продолжатель традиций коми народа. Все они регулярно участвуют в национальном нашем празднике Лямпиада. У нас тоже была Лямпиада 2014, прошла тоже жаркая зимняя наша. И все они победители и призеры этой самой Лямпиады. И напомню, вот в руках у них специальная палка под названием койбить, которая помогает охотнику отталкиваться, двигаться дальше. Давайте дождемся сейчас, кто даст отмашку на старте и кто объявит победителя, надеюсь, который достойно выступит, достойно покажет себя. Все-таки не так уж это просто. Охотники обычно не налегке, скажем так, ходили по лесу, всю добычу всю свою они брали с собой, ну то, что могли, естественно, унести или увести за собой. Ну и вот, надеюсь, уже настает тот самый момент, когда будет дан старт. Давайте пока посмотрим непосредственно с места. Если можно, дайте нам, пожалуйста, звук, чтобы мы услышали. Может быть, сейчас все и произойдет, и ведущие на той площадке дадут старт. Ну, как видите, спортсмены взволнованы, судя по лицам. Вроде бы не такое серьезное испытание, но неохота, но все же забег, в котором нужно себя проявить. Естественно, что мы очень, друзья, рады тому событию, тому факту, что в нашей республике побывали такие именитые чемпионы, как Дарья Домрачева, Анатолий Алябьев. Кстати, Дарью мы надеемся увидеть тоже в нашей фестивальной студии еще. И надеемся, что она тоже, естественно, пожелает что-нибудь хорошее вам, уважаемые телезрители. Не забывайте, что прямую трансляцию зимней Ибицы 2014 можно посмотреть на портале Первого интернет-канала, также на крупных информационных сайтах наших информационных агентств республики. Это Коми-Информ и Бизнес-новости Коми. В реальном времени там сейчас идет картинка с зимней Ибицы. Зимняя Ибица, если так немножко углубиться в историю, перед началом старта я еще хочу сказать, это самостоятельное мероприятие отдельное, но еще есть одно мероприятие, которое вместе проходит под брендом Ибица. Это мультифестиваль Ибица, который проходит летом, куда съезжаются очень много представителей финно-угорских народностей, из финно-угорских стран. Яркое, красочное событие. И, естественно, надеемся, что оно случится и этим летом. Ну а пока мы с вами на зимней Ибице, уже третий по счету. К нам приезжали Павел Бурея, к нам приезжали знаменитые фигуристы наши. И вот в этом году выбран биатлон. И вот на Лямпах также биатлон сейчас мы с вами увидим. А это прекрасный вид на Серафимский монастырь женский, который расположен в селе Иб. Легендарное село, которое имеет более чем 400-летнюю историю. И храм в этом селе тоже есть, церковь Вознесения, которая построена в 1825-30 годах, 16 вот. И, собственно, много у нас источников еще есть святых в этом селе. Но сейчас давайте переключимся на площадку. Дмитрий Губерниев там уже берет интервью у кого-то из зрителей. Ощущение, Сергей Наумович умный человек и с чувством юмора, что он так со времен гражданской и где-то бродил в этих лесах. Это старинная охотничья одежда. Я понимаю, это... В Национальном музее, вот можете посмотреть, я оттуда и списал. Я-то подумал, что просто вы последний белый офицер, который, да, как после ледяного похода Капеля, да, все это время от большевиков скрывался, и вот только сегодня «Крым наш!» сказал он так, и пришел. Ура! Ружье, да, аккуратнее, пожалуйста, спасибо большое. Но оно же у вас холостое, незамужнее, в смысле, ружье. Берданка? Муляж, ну, конечно, муляж, я понимаю прекрасно.
1 раз в 3 года, это правда, да. Во время биатлона причем. Ну что ж, 250 метров дистанция. Вот я, кстати, хочу, подождите, пока старт давать. Тут у нас еще есть девчонки. И прекрасная женщина. Как вас зовут? Мария Отчество будет? Пантелеевна. Мария Пантелеевна. Вы прекрасно выглядите, а вы часто этим занимаетесь, скажите? Не так, ну, бываю. У вас контракт с лыжами «Вятка». Нет, это просто по пути заезжала и купила там. А если вам, допустим, Бьорн Дален предложит перейти на матчус, что вы ему скажете? Нет, никуда не перейду. Мы с Вяткой. Спасибо. Аплодисменты, уважаемые друзья. Это же потрясающе совершенно. И есть еще две девчонки, которые Коми Войтер. Что это такое? Коми народ. А, это народ такие. Как тебя зовут? Таня. Танечка, а давно ты этим занимаешься вот так вот? Нет, ну где-то 4 года. 4 года, и как успехи? Хорошо. Отлично. А тебя как зовут? Ирина. Ира, а ты давно бегаешь? Так-то мы бегаем на лыжах, а это как бы, традиция, да, выступать на этих лямпах. А у тебя контракт с компанией «Лесные». А если, например, кто-то на Фишер предложит перейти, перейдешь с «Лесных» на Фишер? Надо подумать. Ну вот ответ профессионал. Ну что ж, народ замерз, уже можно стартовать, пожалуйста. А, еще обряд, извините. Мужчин, Дене? Ну, Татьян. Ты, наверное, мужик какой бы чупетчин. А мы отпадали, мужик. А пушара дустулинен. Мужчин, стал сбор. Ну и бур тогда. Ну и бур с тобой тогда, да? Я сегодня зарплату потерял, ну и бур с тобой. Зря снег подметал, он чистый и так. Понять бы сейчас, что делают прекрасные женщины. Как бы говорят о том, что мы вас ждем дома. Оберег. Вот что не хватает нашим биатлонистам, когда они с Бьордальным бегают рядом. Оберегов. Давайте, конечно, ну что вы. Давайте, еще так, помедленней. Торопиться не абсолютно, я тоже медленно люблю, все правильно. Спасибо вам большое. Варежка. Могу вам. Очень вкусно. Ну что ж, вот они, наши уважаемые охотники. Знаете, как в свое время блестяще сказал Георгий Сурков в 80-м году, как раз, когда Василий Павлович Рочев становился чемпионом олимпийским. Мы же все, иногда комментаторы, несем чушь прекрасную. И вот партнеры провожают на 4-м этапе Николая Семятова в последний путь. Мы придем. Конечно, придете. А как же еще-то, я вас прошу. Это я не про вас. Кто командует на старт-то? Где товарищ судья? А, первый забег все-таки мужчины бегут. Может, лучше сначала девчонки, а то не замерзли. Давайте наоборот. Нет, не замерзли? Итак, молодые партизаны из гражданской, как выяснилось. Участники ледяного похода Капеля. Внимание, марш! Вообще я хочу сказать, что нужно все-таки более именитым участникам давать фору, правильно, гандикап, а то так нечестно. Но посмотрите, там сейчас люди, которые в 19-м еще неплохо под Царицыным воевали.
Обгоняют всех молодых. Падение, вы посмотрите, не все справляются. Мужчины, берегите свой койбить. Дорогой, что с тобой? У меня койбить болит. Пока молодежь выходит вперед. Да, тяжело приходится ветеранам, более молодые прытки. Судьба ласкает молодых и рьяных. Я болею вот за нашего партизана. Посмотрите, какая техника. Во-первых, он единственный, кто с винтовкой. Скоро, кстати, будут соревнования по танковому биатлону, между прочим, международные проходить. В Алабине под Москвой. Мы будем показывать на канале России, смотрите. Я лично прошел 20 километров в танке. 4-й номер побеждает. Еще стрелять же нужно, господи ты, боже мой, правильно. А где тетерева? Как знаете, когда скороговорки дробью по перепелам да по тетеревам. 33 корабля лавировали, да не выловили. На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова, на траве двора. Раз дрова, два дрова, три дрова. Шла Саша по шоссе, сосала сушку, по шоссе Саша шел, Саша на шоссе, Саша нашел. Ни разу не сбился, я чемпион. Можно поаплодировать. Дробью по перепелам да по тетеревам. 4-й номер, посмотрите, что творит, а? На штрафные круги отправляется. А, после штрафных еще финишный круг. Посмотрите. Техника напоминает прекрасное скольжение Мартена Фуркада. Именно так Фуркад выиграл 2 золотых награды в Сочи. Пошли на финишный круг более молодые спортсмены. Остальные охотники по традиции будут атаковать мишень с помощью штыка. Пять штрафных кругов. Вы посмотрите, как непросто, а? Ощущение такое, что друзья гонятся друг за другом. А вот в красной шапочке у него такие штучки, как будто он биатлонист из Грузии. Давайте поаплодируем нашим ветеранам. Им еще довольно много бежать по дистанции, но самое главное, что они вышли участвовать в наших соревнованиях. Браво! Давай, Славик! И Славик, как мы видим, дает. Итак, у нас финиш чемпиона, насколько я понимаю. 4-й номер. Четвертый номер победил. Это Славик. Вячеслав Мишарин. 20 лет. Отслужил в армии. С детства имеет свой... Помещик? С детства имеет свои охотничьи угодья. Любитель охоты на зайца. Помещик Вячеслав Мишарин. Ваши аплодисменты. Слава, давай поговорим, как тебе это удалось? Кому ты посвящаешь эту грандиозную победу? Родителям. Родителям? А как ты стал охотником? Расскажи поподробнее.
с детства ходил с отцом на охоту. Так стало. Ну что ж, друзья, продолжается зимняя Ибица, и сейчас в нашей фестивальной студии победительница команды по самскому футболу Екатерина Шумильна, представительница команды СГУ. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Какие эмоции испытали, когда победили? Очень много, конечно, положительных эмоций. Очень к этой победе стремились. Для вашей команды не первое участие, да, в турнире по самскому футболу? Команда у нас другая, да. Но я в прошлом году участвовала. Учли опыт прошлых неудач или? Ну, нет. Было немножко другое. Команды были другие, мяч другой. То есть как-то все более по-новому было, с чистого листа. Приспособились, потому что борьба была жаркая, все-таки 0-0 в основное время. Да, да. Кто пробивал пенальти? Ну, пенальти, когда за выход в финал, пробивали все члены команды. А то есть по вы очереди. и в финал вышли по пенальти? Да, в финал тоже вышли по пенальти. И самой большой неожиданностью было то, что я забила пенальти. Это был первый гол в вашей жизни? В самском футболе, да. А другим видом спорта занимаетесь каким-то? Я занимаюсь баскетболом. Так, есть ли там у вас какие-то успехи? Кандидат в мастера спорта. Вот так, друзья, на студии такие спортсмены, такие участники. Зимняя Ибица, вот сам фестиваль в целом, что вам дарит, какие ощущения? Очень хорошие ощущения, много эмоций. Очень здорово, на самом деле, очень нравится. Для республики, как считаете, важны вот такие мероприятия? Да, очень важны. Где-то в других спортивных мероприятиях участвуете? Ну, помимо соревнований по баскетболу? Да, стараюсь по мере возможности участвовать. То есть у вас есть, может быть, даже сплоченный некий такой коллектив активистов, которые спортивное мероприятие услышат какое-то и сразу туда так? Ну, наверное, да. Бывает такое, да? Ну что ж, спасибо вам большое. Мы желаем вам новых побед и в самском футболе, и в жизни, и в баскетболе. И всего только самого хорошего. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Друзья, продолжается, напоминаю, зимняя Ибица. И мы сейчас, наверное, вернемся снова на площадку биатлонную. Точнее, там, где проходил эстафета биатлона на лямпах. Давайте посмотрим, как там складываются события. Девочки, сильно не торопимся. Мария Шипанова их и с мором возьмет. Молодежь сейчас быстро выдохнется, а Мария сделает свое дело. Продолжатель традиций Коми народа. А вот Сметанина когда-нибудь принимал участие в таких соревнованиях? Не помню. А зря. Надеюсь, дистанция у женщин покороче? Или такая же? Такая же дистанция. Ну что ж, сейчас посмотрите, более молодые спортсменки выходят вперед. Итак, Ирина Габова и Татьяна Никулина. 16- и 17-летние девчонки, будущее спорта Республики Коми, подходят к огневому рубежу. И не надо жужу. Я поэт, зовусь, я Цветик, понимаете? А что-то мишени закрыты, главное. Я не лежа стреляю. Что там, не скучно? И вам тоже большой привет, я вас вижу, спасибо большое. А что же вы встречаете без чарок? Люди же вернутся, чарки где? Полицейские отобрали, да? При входе на стадион, я так и понял. Сражались, да? Аккуратнее там, что с полицейскими сражались, что? Итак, у нас огневой рубеж. Девчонки продрогли, но будут сейчас стрелять. Эту песню я посвящаю. Помните, как когда в войну играли? Я первый, а я из последних сил.
выцеливают каждый выстрел, пока по одному попали. 7-й номер 2 раза попала, 2 раза попал и 8-й номер. Уверенно, уверенно, посмотрите. Пять из 5, браво! Ирина Габова. Талантливый человек. Как мы помним, кое-кто из рупольнинга уверял, что в российском биатлоне кончились таланты в женском. Итак, Татьяна Никулина догоняет Ирину Габову. И сейчас Мария Шипанова. Давайте поддержим аплодисментами Марию. В следующий раз, когда буду критиковать женскую сборную по биатлону, буду с оберегом на всякий случай в Шереметьево прилетать. Или с коми-охотником, да. Давайте поаплодируем нашим мужественным охотникам. Итак, мы снова в фестивальной студии «Зимний Ибицы 2014». И у нас снова шикарный гость, я бы сказал, даже гости. Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи 2014, герой Беларуси и просто красавица Дарья Домрачева. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть тоже на нашем фестивале. Скажите, для вас вот мероприятие подобного формата это первое или уже что-то подобное было? В подобном мероприятии, то есть с таким национальным уклоном, с такой креативной организацией, я участвую впервые, мне очень нравится, я впечатлилась всеми вот этими национальными соревнованиями, самским футболом. Мне обещали еще показать сегодня тоже гонки на лямпах. На лямпах, да, верно. Вот, так что, мне очень нравится, мне нравится вся эта атмосфера, нравится, что люди такие все счастливые, довольные, с румяными щеками. И здорово, что это все с таким спортивным уклоном, что видно, что ребята здесь приехали, молодые дети, семьи с детьми, что все вот это в таком добром семейном формате, что все это с таким уклоном на здоровый образ жизни. Я считаю, что это очень важно, очень нужно. И, конечно, мне вдвойне приятно, что в этом году тематика стала, тема биатлона, как бы центральной такой темой. И мне приятно, что, пообщавшись вот с вашими жителями, с участниками, зрителями сегодняшнего мероприятия, я поняла, что здесь знают о биатлоне не понаслышке. То есть мы очень, болеем, конечно. Да, очень следят за соревнованиями. Это, конечно, вдвойне приятно. Вот, и получила сегодня огромное количество хороших положительных эмоций. Вижу, что биатлон вас в регионе любят, и я думаю, что... Вы, кстати, были на стадионе? Да, мы были на стадионе, сегодня посетили стадион, шикарный стадион, и стрельбище в очень таком хорошем месте расположено, укромном, можно сказать, месте, что не подвержено каким-то сильным ветрам, то есть соревнования даже в непогоду, я думаю, будут проводиться на очень высоком уровне здесь. У нас тут тайга, мы можем где угодно транслировать. Да, и я все-таки уверена, что... Вот пообщавшись сегодня с молодыми спортсменами, уверена, что вырастут из них тоже хорошие спортсмены, серьезные, возможно, даже большие звезды спортивные. И всячески желаю успехов им. То, что вы к нам приехали, я думаю, это для них станет большим стимулом, они будут равняться на вас. Я знаю, что у вас впереди гонка чемпионов 5 апреля, по-моему, в Москве, в Олимпийском. Это будет такое, как сказать, дружеское какое-то соревнование, или это все-таки такой серьезный, некий такой турнир? Конечно, это уже более дружественная гонка в более веселом и веселительном формате, но, знаете, все равно волнение перед стартом серьезно. И, во-первых, все эти овации трибун, присутствующих зрителей на стадионе, и вообще даже само ощущение, когда въезжаешь на стадион с трассы наружной, то есть ты ощущаешь просто вибрацию по коже. Настолько тепло и здорово встречают. То есть я думаю, что мы все получим огромное количество адреналина, энергии, зарядимся энергией, и, конечно, постараемся поделиться своей энергией со зрителями. Даша, во время Олимпиады мы тоже все болели за вас, потому что считаем вас тоже, естественно,
своей. Желаем вам новых спортивных успехов, новых достижений во всех сферах вашей жизни. От вас только сейчас просим пожелания нашим телезрителям и юным спортсменам. Спасибо огромное за то, что вы болеете за биатлон, спасибо за то, что болеете за меня. Всем телезрителям и юным спортсменам, юным зрителям хочу пожелать, чтобы следили вы за своим здоровьем и вообще вели здоровый образ жизни, присоединялись к спорту, к этому движению, к этому молодежному, здоровому движению. И знаете, движение может быть молодежным, но независимо от возраста, я думаю, можно участвовать в подобных мероприятиях, становиться спортсменами. И я, насколько знаю, в 2015 году здесь у вас на биатлонном, на лыжном стадионе будут проходить соревнования среди любителей спорта, среди ветеранов спорта. И это, конечно, достойно уважения. И вот всячески поддерживаю ваш регион в подобных начинаниях. То есть очень здорово. И хочу сказать, что вам, телезрителям, вам, жителям Республики Коми, несказанно повезло, что у вас есть такие замечательные креативные люди, которые стараются и подобные мероприятия организуют. Приезжайте, наслаждайтесь и участвуйте в следующих событиях. Спасибо. Дарья, спасибо большое. Для вас только что Дарья Домрачева, друзья. Все. Это еще не конец, потому что мы сейчас переходим на сцену, где будет, насколько я понимаю, награждение победителей всех соревнований. Ну и давайте переместимся на эту площадку. Давайте, уважаемые друзья, группироваться вдоль этой прекрасной сцены. Как настроение? Не замерзли? Не замерзли? Ну что ж, сейчас у нас церемония награждения. Еще есть пара минут для того, чтобы мы отвлеклись от походных кухонь и собрались здесь, чтобы создать по-настоящему кворум большой. Друзья мои, все, кто нас слышит, поближе к нам, сюда, к сцене. Сейчас вот здесь лучшие из лучших. Те, которые сражались за победу, сейчас получат свои подарки с рук Дмитрия Губерниева. Вот приятно, когда девушка с надписью «Пресса» сейчас записывает перлы или оговорки. Не дождетесь. Сегодня все прилично. Ну, сделайте радость для прессы какой-нибудь. Ну так, чуть-чуть хотя бы. Я по заказу не могу, это должно от души идти. Да, это импровизация. Это важно, быть это такая. важно. Абсолютно. Но я хочу сказать, на самом деле, уважаемые друзья, жители Сыктывкара, Коми, я хочу еще раз сказать огромное спасибо, потому что сегодня вы не представляете, какая радость общения, потому что видите ваши замечательные лица. Мы получаем огромное удовольствие. Сейчас, когда закончим, по мере сил распишемся еще, пообщаемся вместе с вами. Поэтому это большое счастье, на самом деле. Спасибо вам за поддержку, я и правда очень чувствую. И эти горячие мои аплодисменты вам. Спасибо огромное. Давайте поаплодируем нашей полиции, которая сегодня работает блестяще, и у которой сегодня, дай бог, чтобы работы не было совсем. Ура! О как! Как мы умеем в Сыктывкаре. Дмитрий, чемпионы ждут. Да, мы начинаем, уважаемые друзья. Потянулся народ. Итак, в нашей эстафетной гонке по биатлону победа одержала команда Анна Казакова, Александр Савин, Николай Галов, Дарья Домрачева! Встречаем победителей, вот они идут. Давайте, встречаем, вот они! Вот они! Дарья Домрачева цементировала на 4-м этапе, стреляла как настоящая богиня биатлона. И сейчас мы с удовольствием вручаем ребятам подарки. Спасибо большое. Друзья мои, это победители, это лучшие! Спасибо. И могла ли Дарья мечтать... Подожди, если я сначала поцелую еще девушку. Это повод, чтобы поцеловать Дарью, чтобы потом... Спасибо большое. Могла ли Дарья мечтать трехкратная... Теперь, понимаете, как мы... Итак, на старте Дарья Домрачева, Республика Беларусь, трехкратная олимпийская чемпионка и чемпионка зимней Ибицы в Сыктывкаре. И это правда. И причем, уважаемые друзья, то, что Дарье не удалось сделать в этом сезоне, но мы желаем удачи, конечно, нашим белорусским друзьям, выступить удачно в эстафетной гонке. Первое место Домрачева заняла в эстафете где? В Сыктывкаре!
Браво! Спасибо, Даша, Анна Казакова, Александр Савин, Николай Галов, Дарья Новачева. Спасибо! Это, как вы понимаете, еще не все. Гонки на лямпах фантастические. Вы знаете, мы наконец-то узнали того самого единственного человека, который после ледяного похода генерала Каппеля все эти 90 с лишним лет скрывался в Сыктывкарских лесах. И вот он сегодня выступил наконец-то. Вышел на свет Божий. Но победитель другой. У женщин Ирина Габова! Встречаем Ирину Габову! Вот она, 16-летнее чудо. Обратите внимание, судя по надписи на шапке, это жаркая Ирина Габова. Молодец! Как дела? Хорошо? Устала? Кому посвящаешь свою победу? Папе. Победу папе! Браво! И держи, Басык, тебе этот приз. Я желаю, чтобы ты показывала прекрасные спортивные результаты, радовала папу, родителей, конечно же, Сыктывкар, Республику Коми. Спасибо тебе, замерзла, отпускаем, давай. Ну и, конечно, уважаемые друзья, отдельное спасибо Сыктывкару, организаторам Зимней Ибицы, за то, что дали возможность покомментировать сегодня этот потрясающий футбольный матч, самский футбол. Александр, человек, который осуществлял судейство, человек, который все знает о самском футболе, он работал сегодня невероятно профессионально. Вообще я хочу отметить, что очень профессиональная работа всех ребят-комментаторов, телевизионных ведущих, и за это тоже огромное спасибо. Ну что ж, Саш, еще дайте микрофон Александру, есть? Спасибо. Ну что ж, я думаю, пора подвести наши итоги. И я приглашаю капитана команды «Фанат 11», команду, занящую 3-е место в самском футболе. На сцену, бурные аплодисменты! Я с удовольствием поздравляю, передашь это команде. Спасибо огромное. 3-е место в таком турнире, это фантастика. За «Спартак» болеешь? Отлично, но теперь уже не суждено будет сказать «Валера, верим». Все. Пока, пока. Ну что ж, удачи, спасибо. Молодцы, здорово. Приглашаем капитана команды «Волонтеры», занявшего 2-е место. Уж как мы старались, чтобы волонтеры. Браво! Эти призы вам. Держите. Спасибо вам огромное, вы молодцы. Играли достойно. Спасибо. Ну и победителя приглашаем на сцену всем составом команду Сыктывкарского государственного университета. Бурные аплодисменты, вся команда. Хлопаем! Ну что ж, зрители, пока там смотрим подарки, я хочу сказать, давайте отдельные аплодисменты вот этой девочке. Катя, она вывела команду в финал, где команда победила. Молодцы. Аплодисменты. Но за его плечами знамя, множество побед, звонкий и радостный смех. Сегодня его ожидает успех, а завтра страна будет петь до утра. В честь новой мировой звезды знакомый. Вау! Я хочу Кате отдельно сказать спасибо, потому что, конечно, это несомненное украшение этой команды. И действительно, не просто красивая и умная девушка, но человек необычайно бесстрашный и самоотверженный. Скажи, пожалуйста, в обычной жизни ты также уверенно бросаешься на мужчин, как это было в футбольном матче? Нет. Итак, зимняя Ибица 2014 подходит к своему логическому завершению. Спортсмены, атлеты, называйте их как хотите, получают заслуженные награды. Ну а зрители, которые здесь находятся в Финно-Угорском парке Финно-Угорья, ждет еще концерт зажигательного коллектива «Отпетые мошенники», которые, несмотря на такую погоду, несколько морозную, будут выступать еще
в течение часа, так сказать, разогревать народ танцами, своими песнями, в том числе и о спорте. Что хочется сказать, друзья, сегодня действительно здесь было очень много людей, очень много детей, и очень здорово, что такие люди с такими титулами, как чемпионы мира, чемпионы Олимпиады, приехали сюда и дали надежду, дали силы, может быть, кому-то, стимул для того, чтобы заниматься спортом. И, возможно, в скором времени появятся яркие звезды в биатлоне и в лыжных гонках и у нас, которые будут с приставочкой «Республика Коми». Друзья, это была зимняя Ибица 2014, жаркая, спортивная наша. Будьте здоровы, занимайтесь спортом и всего вам самого доброго. До встречи снова в эфире. Всего хорошего.